Я приветствую всех, кто смотрит нас. Комнате Кишинева, 7 часов вечера. Это программа «Цена свободы». Меня зовут Михаил Сулькили. Сегодня вторник, 26 декабря. И самое время поговорить о важных событиях. Призываю вас поставить лайк под этим видео и подписаться на нас в YouTube и Фейсбуке. Тогда нас станет больше. Делитесь этим видео, отправляйте его своим знакомым и близким. Пусть как можно больше людей, особенно в Гагаузии, услышат правду о том, что происходит в автономии стране, и правду о войне в Украине, которая, несомненно, повлияла и будет влиять на нашу жизнь. Друзья, сегодня у нас в гостях экс-депутат Народного собрания Гагаузии Сергей Чернев. С ним мы поговорим об обысках, прошедших у председателя НСГ Дмитрия Константинова, и попытках некоторых депутатов Народного собрания представить это как попытку, извините за тавтологию, Кишинева обезглавить Гагаузию. Во второй части выпуска мы поговорим с директором ассоциации Watchdog Валерием Паша о инициативе президента Майя Санду провести референдум этой осенью в контексте переговоров Республики Молдова с Европейским Союзом о вступлении нашей страны в ЕС. В третьей части выпуска мы поговорим с председателем Союза гагаузов Украины Василием Килиогло о том, как живет гагаузское сообщество Украины и как оценивает поведение и позицию руководства Гагаузии в контексте российской агрессии против Украины и европейской интеграции Республики Молдова. Не переключайтесь, скоро вернемся. Друзья, на прошлой неделе у председателя Народного собрания Дмитрия Константинова и у некоторых его родственников прошли обыски. Об этом сообщила полиция. Значит, больше информации по этому поводу нет. Но после этого мы видели, что Дмитрий Константинов участвовал в этом корпоративе, который организовал исполнительный комитет. Там же участвовали сотрудники Народного собрания. По информации одного из депутатов был Константинов. Но вообще, что происходило у Константинова, в связи с чем обыски, и напугало ли это все Дмитрия Константинова, переживает ли он по этому поводу? Вот сегодня мы видели некую попытку это все представить, как якобы это на самом деле не обыски у Константинова, а чуть ли не наезд на компетенции Гагаузии, отъем компетенции Гагаузии. Николай Дудогу сегодня пытался это все так представить. В общем, как это интерпретировать и как, скажем так, воспринимать эти обыски, я предлагаю поговорить с сегодняшним гостем. У нас в студии Сергей Афанасьевич Чернев, депутат Несколько Совет Народного собрания. Господин Чернев, приветствую вас. Здравствуйте. Рада вас видеть, господин Чернев. Ну, давайте с того, с чего я начал, да, обыски. В связи с чем были обыски и что они дали, если у вас есть какая-то информация? По моей информации, знаете, как вот я в прошлый раз вам говорил, да, что тут нету никакой политики, тут есть чистой воды махинации. Что касается уголовного дела насчет спиртзавода, там были вовлечены не только Константинов. Константин туда вовлек и судей, вовлек и прокуратуру. Вот они работали все с парки. И есть такой небезызвестный у нас индивидуум, или как его правильно назвать, Георгиев Вячеслав, по-моему. Он работает то ликвидатором, то вот этим администратором, который... Да. У него уже, он до этого был судим, и сейчас, насколько мне известно, на него возбуждено еще 2 уголовных дела именно по вот этим махинациям. И тут никак не может получиться, если вот это не будет работать все вместе. Понимаете, почему? Потому что там нарушение суда. Во-первых, должна прокуратура консультировать тебя, делать его законную часть. И в худшем случае сразу это дело прикрыть. Если дело возбудится, как бы не дай бог, что получается. И тут Константинов вот это все отрегулировал, стал там администратором. И дальше все шло по накатанной схеме, которая шла еще с 90-х годов. Вот Константинов у нас разводил колхоз-гигант, мы потом попозже чуть-чуть к этому вернемся. И все вот эти дела в оконцовке, когда возбудились, прикрыл, будучи прокурором, Кыльчик. Подождите, давайте для наших телезрителей. Вот сегодня Дудогла на заседании Народного собрания сказал, что пытался представить, так все якобы знают, что этот... Вы говорите об этом спиртзаводе, я правильно говорю, да? Известная история, вы ее рассказывали в прошлый раз, что один из бывших администраторов, который трагически погиб там в аварии, да, на него якобы было это предприятие, оформило официально, да, то есть как бы и... Якобы Константинов хотел получить это обратно, после того, как он ушел в мир иной, да? Все правильно. У этого человека было 40 гектаров виноградников. 4 года... В том числе и Константиновские, да? Нет, чисто его виноградник, которую продукцию брал в течение 4 лет, брал 4 лет, брал Константинов. Получал, он не расплатился. Остался должен за 2 или 3 года, зарплату тоже не платил. И когда встал вопрос насчет зарплаты, вот тогда все вот это и началось. И Дудоглу надо было поднимать тогда вопрос, когда Константинов начал делать похороны этого парня. Когда
Наши вулканические ребята, сельхозники, многие здесь камрадские, пришли помогать жене, чтобы денег дать, чтобы на похороны. Почему? Потому что они понимали, что в этот момент она сидит без копейки денег и даже не на что похоронить. Константинов взялся хоронить вот это Михаил. Взялся все похороны, сказал: ребята, дайте деньги сюда, я обеспечу все похороны. И в оконцовке, когда давал зарплату, он вычел даже венки, гроб венки, которые покупал за свои, и он вычел с этого человека зарплаты. Я не удивлюсь, даже венок, который ложил Константинов, он сам и за это заплатил тот же человек. И Дудоглу надо было поднимать тогда вопрос, когда весь Камрад вот это видел. А не сейчас, когда делать из мухи слона. Это ни в коем случае не политика. Плюс, я вам скажу, у него еще одно уголовное дело будет у Константинова. Почему? Потому что он тоже мошенническим путем отобрал фруктовый сад где-то площадью 50 гектаров около села Бешалма. Тоже человек был вынужден уехать. Там было возбуждено, он написал заявление, и было возбуждено в ноябре 2020 года по статье 190, часть 5, мошенничество в крупных размерах, было возбуждено уголовное дело. Против Константинова. Да, против Константинова. Опять, которое непонятным образом прикрылось, когда господин Кыльчик был прокурором Гагаузии. Плюс господин Кыльчик, этот Кыльчик, которого Константинов хотел сделать прокурором Кыльчик, Гагаузии. он работал прокурором Гагаузии. И когда я был... Исполняющим обязанности. Да, исполняющим обязанности. Я был председателем района. Кыльчик у нас был председателем, прокурором Вулканежского района в течение 11 лет. Хотя он был незаконно, больше 10 лет не имеет. И вот тогда Стояноглу держал на этом месте. И Кыльчик... Я к нему пару раз обращался по гиганту. Почему? Потому что там было незавершенное... Колхоз-гигант. Да, по колхоз-гигант, миллионер колхоз, который было незавершенное правительство, который мошенническим путем опять забрал Константинов. Я обращался к Кыльчику как к прокурору, чтобы мы навели там порядок и сделали. Кыльчик на это никак не реагировал. И Константинов, пользуясь этим, то, что не реагирует, то, что пользуясь вот этим беспределом, избил у председателя района, до меня был председателем района Федор Георгиевич Терзи, он при нем избил покойного Ивана Георгиевича Георгиш. Встал и ударил его так, и сбил за столом. За то, что тот начал требовать долю колхозников как бы обратно. Вот кто такой господин Кыльчик. И тут нету никакой политической подоплеки. Тут чистой воды уголовщина. И почему Константинов сейчас молчит? Потому что, понимаете, при обыске были изъяты документы бухгалтерии, которые он думал, что он скрыл. Плюс, ну, как вам сказать... А где они были изъяты? У него дома, у родственников? У родственников там очень близкой, как бы родственницы господина Константина, он не доверяет никому, даже я так понял, он супруге не доверяет. И он отнес туда коробку с документами, которые изъяли там, у этой женщины как бы дома. Вот так. Вот изъяли, которая была там или черная бухгалтерия, или что, я как бы не в курсе, но там очень важные документы, которые... Это уже после корпоратива или до корпоратива? До корпоратива. А с корпоратива, видно, его жена выгнала из дома, и он пошел туда попрыгать, чтобы чуть-чуть отодвинуться. И как говорится, вот так, Когда знаете... узнала про родственницу? Наверное. Да. И тут, как говорится, есть такая пословица: напрасно думать, вот так вот, знаете, что мудрость приходит с возрастом. Знаете как? Как бы с возрастом дурак с возрастом не мудреет, он просто становится старым дураком. Вот то, что творится у нас сегодня в Народном собрании. И то, что сделал Константинов сегодня, пытаясь перевести вот это в политику, он сегодня просто обманул и Кишинев, обманул и вот это Народное собрание, которое сегодня за него хочет встать. Ну, я думаю, тоже... Что-то я не видел там энтузиазма встать за него. Кроме Дудогла и Илюши Рузана. Ну, я так думаю, знаете как, почему эти два кадра орут больше всех? Они же больше всего и орали вот здесь, что наш Башкан и Евгения Гуцул. Да. Плюс, я думаю, у господина Узуна тоже в скором времени будут проблемы. Почему? Потому что, я так понял, он сделал на 2 миллиона лей, сделал благотворительно, сделал какую-то дорогу. Не то в Дизгинже, нигде. Я Узун сделал благотворительно. Да. Вот так. Уже и получается, фирма, которая в течение 4-5 лет не показывала прибыль, и 2 миллиона сразу кидает вот так денег на благотворительность, на дорогу, у правоохранительных органов, и, естественно, встают вопросы по этому поводу. Вот что я думаю, гложет их больше всего. Почему? И когда Дудогла говорит, что следующий будет я, следующий будет он, так не нарушайте законы, не бойтесь ничего. Я так это считаю. Значит, хорошо, что дальше? Вот у него прошли эти обыски. Так все же пытались, они как бы нет
больше информации и попытка манипулировать этой информацией о том, что якобы этот завод его, этот завод не его. Дудоглу пытался это представить, что якобы нет никакого процесса несостоятельности, это завод не господина Константинова, что вы здесь сидите. Ну, знаете, я не пойму. А кто-то еще из депутатов вовлечен в процесс несостоятельности? Да, есть еще один депутат, который тоже будет иметь скоро очень большие проблемы. Можете назвать его? Ну, он знает, я как бы со всеми депутатами в очень хороших отношениях, я некоторых из них уважаю, вот так, знаете как, пускай не будем разглашать тайну следствия, или как она говорится, вот так. И сегодня, когда Дудоглу встает за Константинова, Николай Харламович, я вообще не пойму. Да, он позавчера этого Константинова, значит, поливал грязью, на чем свет стоит, что якобы он его сделал, а сегодня он встал на его защиту и пытается это представить, что якобы он на самом деле становится не в защиту Константинова, а в защиту Гагаузии. Причем здесь интересы Гагаузии, я не совсем понял, как бы, но объясните, что происходит, почему Дудоглу сегодня защищает Константинова? Все бегают, хотя как бы они друг друга терпеть не могут. Бегают и борются за кошелек Шора. Давайте вот так назвать эти вещи своими именами. И то, что Дудоглу, когда пошел на второй тур на выборы, и ему Шор пообещал, что его поддержит, его никто не поддерживал, кроме господина Кюлафле. Все господа, Узун, Михаил Влах, Константинов, все вот эти панов, все работали против Дудоглу. Почему? Потому что они работали на Анастасова. Они понимали, что если выйдет Дудоглу и станет примаром, то эти люди сразу станут не нужны. И они просто его закопали до этого. Вот и все. А он... То есть он бы замкнул на себе все финансовые потоки? Да, он бы замкнул на себе все финансовые потоки. Вот в чем была проблема. Вот и все. И эти закопали его до этого. И то, что он сейчас, сегодня опять встал туда, я его не могу понять. Я его не могу понять. Мне сегодня стыдно за вот этих депутатов, Кузнецов, которые обзывают здесь гагаузов тупыми яшаками. Они сегодня его терпят здесь. Выходит у нас один там горе-патриот, деятель, вот здесь и поздравляет. Спасибо Илан Мироновичу, что он создал Гагаузию. И где был Илан Миронович, где была Гагаузия? Илан Миронович сегодня вор, который пришел в Гагаузию воровать. Ребята, опомнитесь в конце концов, что вы делаете? Хорошо, а что дальше? Вот каков ваш прогноз на будущий год? На будущий год, Михаил, у меня прогноз очень простой. Если не посадят нашу уважаемую табуретку, как я ее называю вот так, и не распустится народное собрание, Гагаузия перестанет существовать. Почему? И в этом не виноват Кишинев. У нас были, знаете как, вот во главе были коммунисты Гагаузии. Потом были у нас интеллигенция, которая там туалеты строила, за которые снимали ее, а потом коммунисты. Потом были у нас артиллеристы, которые разворовали половину пшеницу и пропала куда-то вся гуманитарное дистопливо. Потом был у нас политик по профессии, политик, который даже книгу написал, хотя эту книгу надо было переиначить, каким местом и как я стала политиком. Послушайте, давайте про женщин. Ну, место, может быть, и голова, может, и руки. Я не имел ничего плохого. Ну, я уточнил просто. Да, как и почему стала политиком. После у нас сейчас уже вообще мы не поймем, кто она. Телефонные карточки продавала, маникюром занималась или... Кем она вообще была, телефонисткой или вот этим, она стала башканом. Просто сегодня Шор поиздевался над Гагаузией. И поиздевался он над нашим народом, а наш народ вот это принял. И следующее то, что я вам скажу, Михаил, если вот это пойдет, то Шор на следующий выбор уже должен пообещать нам, вот знаете как, аэропорт у нас один раз прообещали, прошло, второй раз пообещали, аэропорт прошло, третий раз аэропорт не провели. Я так думаю, следующий проект будет у нас, вырубим вот тут с Кангаза, канал до Черного моря и так потихонечку в океан пойдем. Вот я вот так думаю. Или построим какой-то космодром. Почему Гагаузы, я думаю, на больше уже не клюнут. Хорошо. Вот как вы оцениваете вот это мероприятие, которое прошло 23 декабря в честь... 23 декабря в честь 29-й годовщины образования Гусской автономии. Как вы его расцениваете? Заявление и что это было? Вообще, что меня поразило больше всего, не то чтобы поразило, да, как бы удивляет до сих пор, да, вот этой риторики они не отказываются. Более того, сейчас мы наблюдаем тот же Леонид Кюся, тот же Иван Бургуджи, пытаются представить как процесс европейской интеграции, пытаются представить как утрату независимости и суверенитета, ну, намекая, сравнивая это с Унирией, с Румынией, и поэтому как бы якобы Гагаузия имеет право на внешнее самоопределение. Ну, намекает, что если республика идет в Европейский Союз, то мы как бы в Европейский Союз не идем. Знаете, как мы единое целое этой страны. И у нас как бы отдельного пути, ну, с одной стороны стоит Украина, с другой стороны стоит Румыния, Молдавия, если вот так, куда мы пойдем?
И у нас нету экономики, чтобы мы ее как бы и выдержали, вот это вот экономика, чтобы экономически вот это содержать. Как оценивая мероприятие, вот это, которое они провели? Ну, то, что было, то, что я видел вот так по телевидению, то, что, вот это, то, что было в интернете, то, что они снимались, там было минимум человек 200-250. У нас сейчас в Вулканештах свадьбу берут от 2 до 2300. Здесь допускаю, что взяли 1500 лей за вот это мероприятие. Вы путаете сейчас с корпоративом. Я имею в виду мероприятие в честь в честь Гагаузии. В честь Гагаузии. И вот я вам скажу, это сегодня сделали между собойчик, показать Шору, что они собрали людей и списать деньги. Все. Не было ни кого-то приглашено из вот этих старых патриотов, аксакалов, которые сегодня делали эту Гагаузию. Это был между собойчик. А на что они там списали деньги? Ну, каждое собрание людей, как вот сегодня я предлагал, там кто-то вот кричал, что мы будем поднимать народ, будем вытаскивать народ, 400 лей за человека. То, что сегодня там собрались, я думаю, тоже за это списали деньги. Плюс потом опять сели, побухали. Вот и все. Хотя я думаю, что в последнее время деньги Шор сюда уже пытаются, я думаю, что они снимают с бюджета Гагаузии вот эти деньги. Вот так я предполагаю. Почему? Потому что всякий бизнесмен, прежде чем рубль туда вложить, он взвесит все риски и что он с этого будет иметь. Пока Шор здесь имел только одни затраты. Сейчас, я думаю, что они начали работать с бюджетом Гагаузии. И чтобы мы в концовке не офигели от того, какие будут расходы на вот эта елка, которая стоит, то, что вот эти мероприятия делают, то, что делали там вот этот корпоратив. Вот я говорю, что мы просто не упали в обморок. Корпоратив. Что вам известно? Потому что там, как бы, мы посмотрели, по нашим скромным оценкам, где-то 250 тысяч лей потратили. Я говорю, там было человек 200-250, то, что я видел. Там сотрудники Народного собрания были? Ну, там я посмотрел, вот так, знаете, как были и сотрудники Народного собрания, но в большинстве я видел там вообще незнакомых людей, чтобы они не получилось, чтобы вызвали своих с Кишинева и показать, и Саргеева, как, да, Саргеева, как мы здесь вольготно живем. И у нас, вот я говорю, свадьба берут 2 300, 2 700. Даже вот свадьбу берут на одного человека. Здесь я допускаю где-то минимум 1500 лей. И вот умножайте вот это скромненько и посмотрите, во что выходит вот эта сумма, то, что они сегодня сделали вот эту гуляночку себе. Вот и все. Ну, опять же, прогнозно подводим итоги 2023 года, будущий год, допустим, да, вы уже сказали, что может быть по уголовным делам с Константиновым и с этим самым. Попытка распустить народное собрание будут. Социалисты как-то ведут себя очень вяло. Опять же, там аргументации серьезной нету в этом противостоянии с Константиновым. Попытка призвать Константинова к отставке или Гуцул к отставке еще будет или уже все? Ну, знаете как, Михаил, вот я как бы думаю, вот это то, что сейчас творится в Народном собрании, это начиналось еще 2-3 года назад, когда были выборы в Народное собрание. Тогда все вот эти силы, включая Константинова, включая социалистов, коммунистов, они попытались, чтобы в Народное собрание не попал я, чтобы не попала Екатерина Федоровна Жекова, чтобы не попала Елена Карамид, костяк, который там работал, который тянул вот это Народное собрание, на которое Народное собрание опиралось. Вот и все. Сейчас социалисты взяли такую, они вроде и нападают, но с другой стороны пытаются кого-то столкнуть лбами, кроме себя. Почему? Потому что есть такое понятие, как двое дерутся, а третий выигрывает вот эти выборы. Хотя у социалистов больше будущего я не вижу. Вот это последнее, то, что было у них вот сегодня, вот это их не последний был шаг. Почему? Потому что люди... Даже то, что они выиграли 6 мандатов в Приморье, то им не поможет? Нет, им уже ничего не поможет. Им уже ничего не поможет. Они все идут по накатанной вниз. Почему? Потому что, вот я говорю, был серп и молот, две, урак кёрленды, вот серп затупился, у молотка сломался черенок, вот так и социалистическая звезда, она пойдет по всей стране, она уже вниз ушла, осталось только у нас Гагаузия, но Гагаузия, она держится только на вот этих... В прошлый раз вы про социалистов говорили как-то иначе, более так, когда они подняли этот вопрос. Михаил, я вам сказал тогда, там две большие, как бы, получается, проблемы. Или Шор начнет покупать, или социалистам позвонят, скажут дать заднюю. Все, вот я вам сказал тогда. Что произошло? Я думаю, что в совокупности, я не могу сейчас сказать... То есть вы в прошлый раз каким-то образом дали кредит доверия социалистам? Дал кредит доверия. Пытались их вдохновить, да? Пытался вдохновить, я думал, что они пойдут до конца. Ну, быстренько они иссякли. Все. И все, больше попыток не будет призвать Константинова? Нет, я думаю, что там включилась какая-то третья сила. Вот я сказал, или пошел денежный мешок, или пошло... Откуда-то позвонили им, сказали, там, вернее, все там получается, Шор имеет очень тесные связи с Додоном. И они могут даже через Додона действовать, а эти ребята наши здесь, как цепные псы, сказали фас, будут кричать, сказали фу, будут молчать. Вот и все. Ну хорошо, но тогда они сами не распустятся.
И Башканов Евгению Гуцулову. Евгению Гуцулову в отставку не отправят. Ну, знаете как, вот, в отставку они Евгению Гуцулову не отправят. Я думаю, Евгения Гуцулова уйдет по уголовным делам в отставку. И я очень терзает меня смутные сомнения, чтобы ее не посадили. То, что творится в Гагаузии, кто-то за это должен будет отвечать. Не будет отвечать кто-то там с Аргеева, а будет отвечать действующий Башкан, который все вот это позволял. Вот и все. Константинова, я думаю, уголовное дело дойдет до конца, и Константинов, возможно, будет иметь срок, если, конечно, до этого времени успеют суды отработать. Почему? Потому что я смотрю, у него здоровье очень пошатнулось с вот этими, то, что сегодня творится. Почему? Потому что Константинов обманул всех, включая Кишинев, несколько раз. Не зная, на что он позарился, какую сумму дал ему сегодня Шор, Константинов, если он сегодня, он имел полную поддержку Кишинева, он мог назначать все деконцентрированные... А что, он нуждается в деньгах? Насколько я понимаю, в деньгах не нуждается. Знаете как, я думаю, что он нуждается в защите денег. Почему он пошел? Ему нужен сегодня карманный прокурор, карманный сегодня начальник УВД, чтобы полиция и это подчинялись ему. К большому сожалению для Константинова и большой радости лично для меня, что сегодня закон в Гагаузии потихонечку начинает работать. Вот говорю, то, что сегодня начинает закон работать. До сих пор закон при Ирине Влах, при Константиновой закон не работал. Сегодня пшеницу, которую разворовали, сегодня просто это дело прикрыли. Его, по-моему, уже прикрыли во второй раз. И прикрывал это дело господин Кыльчик, которого пытается сегодня Константинов сделать прокурором, опять протащить. И хорошо, они что, будут и дальше настаивать на Кыльчике? Знаете как, они могут настаивать на чем угодно. Но сегодня вот то, что сегодня... Даже никого другого не предложат, кроме Кыльчика? Знаете, как я вам скажу сегодня? Вот я смотрю, структура, как будет работать этот прокурор, если его будут назначать депутаты. Естественно, и предлагать, это будет аффилированный прокурор. Этот прокурор не будет следить за... Прокурор должен быть независимым. И сегодня он может возбудить дело и на меня, и на вас, и на того же Башкана, и на того... Если будет повод. Да, если будет повод. Не, образно я имею. Перед законом все равны, я то имел в виду. Вот таким должен быть прокурор. И я думаю, что вот это то, что сегодня Народное собрание зацепилось за Кыльчика, и сегодня она наоборот этого кадра закопала, хотя его и закапывать не надо было много. Ну хорошо, у вас, опять же, вы предполагаете, что они опять его предложат? Нет. Все уже, да? Там уже, я думаю, там другой человек уже. Будут пытаться, почему? Потому что я смотрю, ведут переговоры. Нашли кого-то другого? Да. А кто это? Пока не говорю. Но примерно такой же, как Кыльчик, или который будет продвигать чьи-то интересы, или... Знаете как, если они будут его туда продвигать, это значит, что он, естественно, будет чьи-то интересы, он будет зависим. Прокурор сегодня должен назначаться с Кишинева, и прокурор не должен быть сегодня прокишиневским, прогагаузским. Он должен быть, действовать с точки зрения закона. Все. Господин Чернев, я благодарю вас, что пришли к нам в эфир. Поделились своим мнением относительно политической ситуации в Гагаузии. Следим за ситуацией и вместе комментируем. Спасибо большое. Все, спасибо, Иван. Да. Друзья, на этой неделе президент страны Майя Санду выступила с обращением в честь Рождества, я так понимаю, что было приурочено к Рождеству, где заявила о том, что будет баллотироваться на второй срок в следующем году, и анонсировала или попросила правительство и парламент заняться подготовкой референдума будущей осенью в контексте европейской интеграции. Вообще, что бы это могло значить и о каком референдуме вообще может идти речь, я предлагаю поговорить с нашим гостем сегодня. Валерию Паша, глава ассоциации Watchdog МД, у нас на связи по скайпу. Валерий, приветствую вас. Здравствуйте, Михаил. Очень рад вас видеть. Давайте сначала помогите нам разобраться, о каком референдуме идет речь, потому что там не шла речь конкретно о референдуме, где граждан попросили бы высказаться по поводу европейской интеграции. У вас есть некое представление, о каком референдуме может идти речь? Потому что я так понимаю, что он будет проведен, если будет проведен в преддверии президентских выборов. Почему же в преддверии? Тут нету никакого смысла проводить отдельно два избирательных процесса. Тем более, что между любыми национальными избирательными процессами, скажем, выборами, да, референдум это тоже избирательный процесс. Должно пройти определенное время, элементарно, есть экономия, есть желание того, чтобы обязательно пришло как можно больше людей и высказали свое мнение по этой важнейшей тематике. Во-первых, я напомню, что президент еще в прошлом году допускала
надобность подобного решения, и это правильно, потому что, ну, поймите, вступление в Европейский Союз – это политически наиболее важный шаг от независимости до сих пор. Соответственно, не должно оставаться никаких, скажем так, вопросов к легитимности этого решения. Да, тем более, что есть политические силы, которые утверждают, что якобы в Молдове люди не поддерживают. Одно дело, когда мы проводим опросы, и совсем другое, когда граждане в прямом голосовании имеют возможность принять то либо другое решение, за или против. Вот, это совершенно разный уровень легитимности. Да, и поэтому хорошо, что это... Многие страны, которые вступали в ЕС, проходили через подобные процедуры, через подобные экзерчиции, да, ну, процедуру, да, процедуру, экзерчицию, да, упражнение. Вот, соответственно, это хорошо. Более того, этого просила оппозиция. Ага. Не раз мы слышали, что вот это должны решать граждане. Ну, слава богу, граждане будут решать. Вот. И есть определенные технические нюансы, связанные с избирательным законодательством. Но вообще у нас много, назову это так дипломатично, интересных нюансов в новом избирательном кодексе. Я, к сожалению, должен для себя признать, не очень следил за процессом разработки нового кодекса выборов. Времени просто физически не хватало, но я был уверен, что есть достаточно коллег из гражданского общества, которые смотрят и продумывают весь функционал. Я оказался неправ, много неприятных сюрпризов, а иногда просто необъяснимых вещей, такие как были эти дискуссии с назначением даты президентских выборов, по сути, после истечения срока 4-летнего в должности президента, это нонсенс. Но сейчас парламент уже взялся по-быстрому это менять. Насколько я помню, в первом чтении уже и приняли изменения о том, что... То есть вернули, по сути, старое законодательство о том, что парламент назначает дату выборов за 60 дней до или после, то есть так, как и должно быть, да? Потому что законодательство должно обеспечивать стабильность государственных институтов, да, а не приводить обязательно к периоду, когда президент будет исполняющим обязанности. Это абсолютно ненормально. Вот, соответственно, это уже меняют, и то же самое связано с вот этой невозможностью проведения в один и тот же день выборов. Референдума и выборов, да. Нет никаких конституционных рамок для этого. Я не знаю, зачем авторы, члены Центральной избирательной комиссии, кто именно это предложил, но я не вижу в этом логики, это абсолютно ненормально. Референдумы проводятся во всем мире вместе с выборами, это абсолютно нормальный процесс, консультационный, законодательный, конституционный и так далее. Вот, то есть, опять же, мы понимаем, что существует возможность того, что будут пытаться манипулировать избирательным процессом за счет каких-то там референдумов, особенно вот этих консультационных. Если помните, в 2019 году, в феврале на парламентских выборах Демпартия Плохотнюка предложила несколько популистских вопросов, таких как «давайте сокращать размер парламента». Да, и тогда действительно этот референдум прошел, но он не имеет законного действия, да, то есть это чисто такое символическое решение. Но самое неприятное в том, что даже несмотря на то, что люди проголосовали, потом даже не было какой-то законодательной инициативы. Та же Демпартия не пришла хотя бы в парламент с каким-то проектом. Давайте, люди добрые, поменяем Конституцию. Вот народ проголосовал на выборах. Давайте вместо 101 депутата будет 61, как одни предлагают. То есть это было чисто такое манипулятивное решение провести этот референдум. То, что очень плохо, потому что это дискредитирует сам институт референдума. Такого быть не должно. Но возвращаясь к этому вопросу, это очень важный вопрос. Поймите, например, вот вы в Гагаузии. Ну хорошо, Валерий, давайте остановимся здесь на секундочку, мы до Гагаузии дойдем. Позвольте задать уточняющий вопрос. Я с вами абсолютно согласен, что это очень важный вопрос. Технически, допустим, да, некоторые могут со мной не согласиться, но я назвал бы это неким техническим моментом, внести изменения в законодательство, которые позволяли бы проводить референдумы и выборы президентские одновременно, это возможно. Да? Да. Но возникает другой вопрос.
Когда нужно проводить такого рода референдум? И будет ли он иметь юридическую силу, или он будет всего лишь навсего консультативным? Потому что я так понимаю, что когда уже будет непосредственно принято решение о вступлении, и мы уже будем готовы к вступлению, и Европейский Союз примет соответствующее решение, тогда тоже, я так понимаю, нужно будет принимать это решение и узаконивать процесс вступления. То есть, и в чем будет... То есть вы считаете, что если проведут его сейчас осенью, это и будет зеленый свет, и потом уже не нужно будет проводить? Или как? Ну как, чисто теоретически можно потом, если будет политическая воля на то, и будут считать люди, которые находятся у власти, что нужно перепроверить готовность и желание граждан вступить в ЕС, можно проводить, конечно, тут без вопросов. Но тут очень важно, какую силу будет иметь. Если это будет просто консультационный референдум, ну это такое, как общенародный соцопрос. Да? То есть юридической силы, кроме политического веса и какого-то символического влияния, юридической силы особой не имеет. Объективно это так. Если это будет законодательно... Это тот референдум, который будет проводиться сейчас осенью, если он будет проводиться, да, следующей осенью. Вы об этом имеете? Не обязательно, нет. Есть время для проведения конституционного референдума, то есть можно внести европейскую интеграцию в Конституцию. Ага. Путем всенародного голосования. Конечно, время для этого еще достаточно. Вот. Более того, есть еще вариант законодательного референдума. Угу. Это интересная процедура. Почему? Потому что закон, принятый на общенародном голосовании, впоследствии можно изменить либо отменить тоже всенародным голосованием, либо конституционным большинством в парламенте или в народе. Да? То есть он имеет такую повышенную силу, это не как обычный закон. То есть это тоже такой, скажем, вариант конституционного референдума лайт, если можно подобным образом. Ну, некий органический закон, типа закон об особом правовом статусе, который можно изменить не простым большинством, а каким-то там специальным большинством. Квалифицированным, или как это называется. Да, то есть это тоже хороший инструмент закрепления внешнеполитического курса на очень высоком законодательном уровне. Мое мнение, что нужно проводить конституционный референдум, чтобы не было вопросов. Более того, сам факт, что проводится, это очень важно, потому что у нас действительно есть люди в Молдове, их немало, которые против вступления в ЕС. Ну, да. Согласно опросам, таких около 30%. Ну, не учитывая диаспору, конечно, только те люди, которые находятся на территории непосредственно под контролем. Вот. И есть еще те, которые не определились с выбором. Соответственно, нужно сделать так, чтобы уже не оставлять хотя бы на несколько лет вперед никакого пространства для спекуляций. Ну да, согласен. Более того, есть люди, я не зря сказал про Гагаузию перед этим. Да? В Гагаузии абсолютное большинство против вступления в ЕС. Ну, это мы видим по результатам выборов, как минимум. И выборов, и социологических опросов, да, это не новость. Достаточно, не знаю, там, провести какой-то экспромт-опрос по улице с микрофоном и с камерой, и это будет понятно. Вот. Это не проблема, это демократическое право людей, проживающих в Гагаузии, считать, что они против. Да? Они так считают. Вот. Почему это происходит? Так это отдельный разговор. Да? Я бы очень был рад, чтобы это был какой-то свободный выбор. А так это, к сожалению, результат промывания мозгов. Но проблема-то в том, что живя в Гагаузии, ну, условно в Камрате, да, и видя вокруг себя соседи, родственники, друзья, что все, абсолютно большинство, у людей, которые живут там, у многих четкое убеждение, что абсолютное большинство в Молдове против вступления в ЕС. Раз соседи против, значит все против, да? Да. Я говорю, а вот там смотри опрос. Что мне ваш опрос? Ну, да, мы не верим. Я не знаю, кто эти опросы проводит и где их проводит. Вот я всех, кто знаю, или большинство, кто знаю, против. Да. Вот. В то же время я совершенно уверен, что проведение национального референдума приведет к определенному, скажем так, да, люди свыкнутся с этой идеей и примут. Да. Демократический процесс — это как и выборы. Ну, прошли выборы, ну, кандидат, которого мы поддерживаем, проиграл. Ну, что поделаешь, такова демократия. Это волеизъявление народа. И поэтому я считаю, что это будет хорошо. Потому что это намного лучше, чем любые соцопросы. Это вот показывает четкий курс, что вот большинство граждан за вступление в Европейский Союз. Соответственно, я уверен, что не все, конечно, но и многие в Гагаузии примут решение большинства и как-то с этим смирятся. Хорошо, тогда вопрос.
когда президент говорила, что она обращается к парламенту и правительству рассмотреть возможности, подготовить, я так понимаю, что она это же и имела в виду, то есть рассмотреть возможность, каким будет этот референдум, консультационным, законодательным или конституционным, правильно? Это имеете в виду? Что Я можно... надеюсь, что это именно имеется в виду. Ага. Да. Ну, посмотрим. Я не исключаю, что проведется анализ. Придут к решению, может, что времени недостаточно. Я не знаю, в чем состоит детали процесса. Я бы предпочел, чтобы был какой-то очень четкий месседж или было очень четко озвученное решение, что это именно будет. Но так или иначе, процесс запущен. И я на 99% уверен, что вместе с президентскими выборами, первым туром президентских выборов, скорее всего, практически точно, осенью будет проведен этот референдум. И я надеюсь, что он будет иметь, скажем так, законное действие, да, или законный эффект. То есть он будет либо конституционным, либо законодательным, я правильно понимаю? Да, я надеюсь, что так, потому что консультационные референдумы это не совсем то, что надо. Хорошо. Да, я понимаю и принимаю вашу точку зрения. Вопрос про Гагаузию. Вы наверняка следите, да, последнее время по мере возможности, да, о том, что происходит в Гагаузии, и наверняка видите вот эту вот попытку, вот этот нарратив сравнить процесс европейской интеграции с утерей или утратой независимости и суверенитета Республики Молдова и намеки на тот самый отложенный статус Гагаузии о том, что в случае утраты независимости Гагаузия имеет право на внешнее самоопределение. Как вы вообще расцениваете такой нарратив? Ну, во-первых, чисто с законной точки зрения, под такими нарративами нет никакого основания. То есть Молдова не теряет свою независимость и суверенитет тоже. Да. Ну, дальше как-то это обсуждать, это несерьезно. Особенно, когда это выдвигают люди, которые сами по себе не являются ни автономными, ни независимыми, а получают указания из другого государства, конкретно в этом случае из России, то это вообще, ну... Хорошо, я понимаю, но с другой точки зрения, вот президент тоже заявила, что Россия может готовить что-то на осень, да, какую-то, опять же, очередную провокацию. Постоянно готовят что-то. Хорошо, а вот нет ли попытки у Москвы, люди, которые выполняют заказ Москвы в данном случае, да, мы предполагаем, да, что каким-то образом создать информационное поле для каких-то действий дальше? Или... Ну, как я и сказал, они постоянно что-то пытаются делать. Раскочегарить какой-то конфликт, усилить конфликт между Кишиневым и Камратом, это всегда часть их повестки. Вот. Будут пытаться опять созывать митинги, ну давайте посмотрим. У них уже этих попыток было сколько угодно. Вспомните эти вот бесконечные массовые митинги на 20 человек, которые Михаил Влах проводил в Камрате. Да? Вот эти вот массовые митинги в поддержку избранного Башкана Евгении Гуцул на 250 человек, из которых 150 привозили из других районов, тоже мы уже запомнили. Да? Вот. Потенциала там особого нет. Да, действительно, на ментальном уровне, к сожалению, у Москвы получилось навязать негативное отношение среди гагаузов к властям в Кишиневе. Отсутствие лояльного отношения к Молдове как концепции, как государства. К сожалению, это все присутствует. Но слава богу, у них не получилось убедить гагаузов совершать какие-то роковые глупости, такие как, например, браться за оружие. И это не впервые происходит. Да? И не получится. Объясню, почему не получится. Потому что у них это не получилось на Донбассе, у них это не получилось в Приднестровье. Пока физически российские солдаты не появились с оружием в руках, не начали воевать, войны нигде не было. Да. Да. Или даже когда их просто было мало. Вспомните Гагаузию 90-го года. Да. Потому что где была первая попытка разжечь конфликт. 90-й год Гагаузии очень, да. Именно там, потому что там был вот этот вот этнический компонент, в отличие от Приднестровья. Но там у них не оказалось достаточно солдат,
и гагаузы оказались достаточно рассудительными, чтобы не поддаваться на подобные провокации. И я уверен, что это так и останется. И опыт, тут уже есть пример, да, вот элементарно. Сколько качали Донбасс в 2014 году? Пока не завезли группу Стрелкова, абсолютно ничего не получилось. Пока Стрелков с другими кадровыми российскими военными и спецслужбистами не высадился и не начал стрелять, пока не начали завозить артиллерию и танки с территории России вместе с кадровыми российскими военными, ничего у них там не получилось раскачать, да, и создать военное положение. Вот, поэтому я надеюсь очень сильно, что это так и останется, да, и это то, что удерживает Молдову от дестабилизации. Вот, даже присутствие Приднестровского региона, я не думаю, что несет под собой такую экзистенциальную угрозу, как это было, ну, скажем так, ну, давайте, 10 лет назад или 15 лет назад, в теории хотя бы. Соответственно, качать будут, добиваться хотя бы каких-то успехов. И добиваются они немало успехов. Они смогли подорвать во многих регионах, среди многих граждан, легитимность действующей в Молдове власти. Но при этом как-то мобилизировать этих людей на агрессивные действия они не смогли. И я надеюсь, что и не смогут. Ну хорошо, тогда какова может быть стратегия на следующий год? Также продолжать раскачивать или просто удерживать под своим влиянием то, что они уже под него, скажем так, подмяли, под это влияние? Я думаю, они будут пытаться раскачивать всюду и все, что смогут, хотя бы для того, чтобы, скажем так, держать занятыми государственные институты, власти Молдовы, и параллельно продолжать подрывать их имидж, поддержку, легитимность. Акцент в этом конфликте будет между Шором и действующей властью, а параллельно Россия вместе со своими союзниками, я имею в виду Плохотнюка и Шора, будут продвигать так называемых центристских политиков. Да, то есть им наплевать на имидж Шора, он просто делает все, что угодно. Главное, чтобы власти были заняты борьбой с ним. Под шумок Россия взращивает своих, скажем так, настоящих троянских коней. Шор как бы не особенно скрывает, кто он такой, и свои связи с Москвой и так далее. Параллельно Москва будет взращивать таких, как Кику, Влах, Ирина Федоровна, Чебан, да, может как-то ребрендирует партию социалистов, хотя там тоже внутренние процессы разные идут. То есть, даже если они добиваются хотя бы того, что власть не может сконцентрироваться на какой-то позитивной повестке нормальной, для них это уже большой успех. То есть они покупают время... считают, это мы уже поняли. То есть они покупают время для того, чтобы взрастить новые проекты, которые могли бы потенциально прийти к власти? Скажем так, они расчищают поле для этого. Да, в том числе за счет того, что действующая власть теряет свою поддержку. И они пытаются заполнить вот эту вот пустоту среди проевропейски настроенных, но разочаровавшихся в власти избирателей своими этими прокси-проектами, такими как Чебан, Кику и остальные. Хасим Паша, я благодарю, что пришли к нам в эфир, прокомментировали ситуацию. Будем рады видеть вас еще. Спасибо за приглашение. Спасибо вам, что смотрите нас. Для того, чтобы мы продолжили свою работу, поддержите нас. Станьте нашим патроном или сделайте разовое перечисление на нашем сайте. Внесите свой важный вклад в борьбу с пропагандой в Гагаузии. Друзья, сегодня я предлагаю, в этой части выпуска, поговорить с председателем Союза гагаузов Украины Василием Келегло о том, как о гагаузском сообществе Украины, как оно переживает войну, российскую агрессию, и не только, как смотрит на гагаузское сообщество в Республике Молдова, о всех этих важных, тонких и щепетильных вопросах предлагаю поговорить с нашим следующим гостем. Василий, приветствую вас. Доброго дня. Доброго дня, рад вас видеть. Ну, давно мы с вами, в начале вот этой полномасштабной агрессии мы с вами говорили, вы тогда были в теробороне, если я не ошибаюсь, да, говорили с вами о том, как вы пережили эти первые дни
войны, вот уже почти 2 года, да, большой войны, да, полномасштабной агрессии. И в целом хотелось бы поговорить о гагаузах в Украине, как они переживают, потому что важно это проговорить. Очень многие, мы видим, служат в рядах ЗСУ. Вот недавно появилось видео с молодым человеком с позывным Гагауз, я так понимаю, гагаузом по национальности. До этого был другой гагауз, награжден званием Героя Украины, Николай Палас, да, из 35-й отдельной бригады морской пехоты. Вот спустя год, или 2 года уже практически, да, меняется ли отношение украинских гагаузов к этой войне, к России в целом, и как вообще меняются настроения? Я вам скажу, что действительно за это время много чего поменялось и в умах людей, и в самой Украине. Но в частности хочу сказать о тех гагаузах, которые проживают в Одесской области, в Запорожской области. Одесская область, она в первое время была, скажем так, не площадкой боевых действий. Поэтому гагаузы, которые проживали в Одесской области, некоторые из них где-то надеялись, что придет Россия и все восстановится, все урегулируется, будем жить дальше так же, как и жили. Но это малая часть того населения, которое смотрело телевидение российское, спутниковые каналы были настроены у людей. Ну и, соответственно, после того, как, к сожалению, начали падать бомбы, ракеты в Одессу, в Одесскую область, мы это наблюдали и непосредственно в Ренийском районе, Измаил. И, соответственно, почувствовав то дружеское отношение в кавычках России, люди начали думать по-другому. Плюс ко всему, те, скажем так, родственники, которые проживали этих людей в Одессе и в других городах, где была уже в полную шла война, это Николаев, это Херсон и так далее, Донецкая область, Луганская область, там же и наши гагаузы оставались и, соответственно, передавали информацию своим родственникам. Ну, скажу так, кроме перечисленных людей, которые вы отметили, скажем так, которые были награждены и которые воюют, я смею предположить, что в каждом селе где-то от 50 до 100 человек служат в ЗСУ. Из каждого села гагаузского. И они, соответственно, так же само передают информацию по населенным пунктам, откуда они родом. Ну и, соответственно, меняется общий фон мнений тех населенных пунктов, где проживают гагаузы. Больше того, я скажу, что в Запорожская область, она вообще под оккупацией. Те наши гагаузские села, которые в Запорожской области, где проживают гагаузы, они сразу оказались в оккупации, к сожалению. А что там происходит? Есть какая-то информация? Ну, как оно обычно и происходит, идет мобилизация, людей забирают в армию, идет чистка, соответственно, тех людей, которые там проживают. Ну и есть проблемы с едой, есть проблемы с водой, с электричеством и так далее. То есть есть проблемы большие у тех людей, которые там живут. Ну хорошо, вот эти организации, которых мы знаем, да, больше, скажем, гагаузы, вот вы, Демчоглы, они больше, скажем так, с Южной Бессарабии, да, то есть как бы с украинской Бессарабии. А вот есть какие-то организации, выходцы из гагаузских сел, которые в Киеве сейчас, из гагаузских сел Запорожской области, там какие-то активности, или вы какую-то деятельность там вели, или вы больше были сосредоточены здесь, в Южной Бессарабии, если говорить там про деятельность вашего союза гагаузов и деятельность Юрия Демчогла, скажем, до Большой войны, как бы кто-то там в Запорожской области вел деятельность среди гагаузских сел или нет?
Скажу честно, мы в большей степени занимались селами, где компактно проживают гагаузы. Это Одесская область. В Запорожской области мы информативно поддерживали, скажем, нашу ячейку и передавали книги, встречались с людьми тогда, когда еще не было полномасштабного вторжения Российской Федерации. Что касается Одесской области, мы помогли через немецкий фонд с подключением наших турецких друзей активизировать работу гуманитарного центра и, соответственно, помогали нашим селам по обеспечению продуктов питания. И в Херсоне, в Николаевской области гуманитарный центр открывал пекарни, пункты по обеспечению продуктами питания людей, водой и так далее. Это касалось и в том числе Каховской ГЭС после того, как случилась беда. А примерно какое количество гагаузов именно там находится под оккупацией сейчас? Есть какая-то информация у вас? В Запорожской области имеется? Под оккупацией находятся 4 населенных пункта, и там население до 2000, то есть вы можете сами посчитать примерно какое количество. То есть до 2000 каждый населенный пункт или в общей сложности? Нет, в общей сложности около 8-9 тысяч. Гагаузов этнических, да? Да, там гагаузы, украинцы. Ну, понятно, что основная часть этих населенных пунктов гагаузы. Хорошо, а вот мы видим, что, в принципе, как бы медийные персоны из гагаузского сообщества Украины, в частности, вы, Юрий Демчогло, Иван Капсамон, как бы, Тодор Арнаут, у них у всех как бы такая достаточно проукраинская позиция, что, с моей точки зрения, очень хорошо, в отличие от, скажем так, элиты медийных персон гагаузского сообщества в Республике Молдова. Да, то есть как бы такая, знаете, полная противоположность. А вот насколько, может быть, такой провокационный вопрос, да, насколько вот эта позиция, которую транслируете вы, она совпадает с позицией всего гагаузского сообщества в Украине? Я вам скажу так, я то, что сказал до того, народ у нас все-таки в большей степени проукраинский. Как бы не хотелось нашим, прямо скажу, врагам, да, то население у нас проукраинское. Мало того, на сегодняшний день в селах активно все переходят мероприятия на украинский язык, параллельно с гагаузским языком. То есть ведутся странички на украинском языке, и это принципиальная позиция уже лидеров общественного мнения в населенных пунктах. И, соответственно, это показывает не только, скажем так, свою позицию, но они на деле выполняют максимум, что могут со своей стороны сделать. Это и шерстяные носки вяжут, отправляют на передовую. Это и сбор средств для ЗСУ. То есть много чего делают наши населенные пункты. Ну, нельзя сказать, что, скажем, поколение, скажем, старше 70, старше 65 лет, они все перешли на украинский язык. Такое нельзя сказать, потому что они уже по привычке где-то ищут русские каналы, где-то ищут украинские каналы на русском языке. И, скажем так, они, понятное дело, не переходят на украинский язык, но позиция у них проукраинская. А вот как гагаузское сообщество в Украине оценивает позицию гагаузского сообщества в Республике Молдова? Да, те же заявления, помните, в прошлом году звучали. Я думаю, их автор наверняка не изменил свою позицию, к сожалению, да, о том, что в случае, если русские придут, то будут встречать с тремя К: каварма, кабарне и каварма. Вот как на такие заявления реагируют в Украине? Среди гагаузов. Мы очень обеспокоены этими заявлениями, так как реально понимаем, что, не дай бог, войдут российские войска в Молдову, то первыми будут мобилизировать именно гагаузов. Как самых лояльных, да? Как самых лояльных. Да, как самых лояльных. И
поверьте мне, это не сахар. И это война. И, к сожалению, будут и потери, и инвалиды, и так далее, и так далее. Этого мы не хотим. Мы не хотим, чтобы Молдова, как страна, которая стремится войти в Евросоюз, скажем, была задействована в этом. Мы понимаем, какой будет результат. На самом деле гагаузы, самой Гагаузии должны заботиться о себе, о своей культуре, о своем языке, который теряют, и в конечном итоге ассимилируют народ, и о своих обычаях и традициях. Это надо сохранять, этим надо заниматься. Ну и, соответственно, налаживать контакт с Кишиневым. Так как если не будет хороших отношений с центром, то развития как такового не будет. Ну хорошо, вот и все. Да. Кстати, в контексте, да, гагаузский язык, вот 23 декабря, как вы знаете, да, отмечали 29-ю годовщину создания гагаузской автономии. Да. Значит, с вашей точки зрения, к чему мы пришли за эти 25 лет, за 29 лет, извините, да, к чему мы пришли и насколько вот эта вот цель была достигнута? И вообще в том ли направлении Гагаузия идет, с вашей точки зрения? Да? Как бы, что для вас гагаузская автономия? Давайте так. Для меня это гагаузская автономия, это центр всех гагаузов мира. И с этой точки зрения, мне кажется, что патриоты, которые создавали Гагаузию, и нельзя не сказать, что здесь при создании самой автономии достаточно существенную роль сыграл президент Демирель, президент Турции Демирель. И наши братья турки, они надеялись на то, что гагаузы будут заниматься языком и, соответственно, будут развивать саму Гагаузию экономически. Поэтому они всячески помогали и в инфраструктурных проектах, и с экономической с точки зрения, с бизнесовых проектах, ну и, соответственно, в социальной сфере тоже достаточно серьезную помощь внесли. Но те патриоты, которые изначально заложили фундамент самой Гагаузии, я думаю, что они не хотели видеть Гагаузию, которая говорит на русском языке, и Гагаузию, которая, скажем так, стремится к развитию чужой культуры. И я считаю, что в данном случае какие-то достижения есть, но учитывая последние события, последние выборы, я думаю, что результатов как таковых именно с нынешней властью и с нынешним подходом к взаимоотношений с Турцией, с Европой, с Кишиневым, соответственно, будет сложно налаживать полноценное развитие Гагаузии. Хорошо, а вот вы наверняка слышите вот эти вот попытки в Гагаузии сравнить процесс европейской интеграции с потерей независимости и суверенитета, да, особенно в контексте европейской интеграции. То, что вот сейчас, в декабре было принято историческое решение, Совет Европы, Совет Европейского Союза, извините, да, принял решение о начале переговоров с Украиной и Молдовой о вступлении. Это историческое решение для Украины и для Республики Молдова, потому что наши страны идут к этому уже не меньше 20 лет. И в Гагаузии это резко интерпретировали как якобы утерю независимости и суверенитета с намеком на то, что у Гагаузии в этом случае появляется право на внешнее самоопределение. Вы как относитесь к таким заявлениям? Знаете, я скажу так, нашим гагаузам в самой Гагаузии я предлагаю подумать с другой
точки зрения. Если Молдова войдет в Евросоюз, Украина войдет в Евросоюз, таким образом у нас не будет границ. Таким образом мы объединим всех гагаузов Балкан воедино. Это и болгарских гагаузов, это и румынских оставшихся гагаузов Молдовы, Греции и Украины. Мы тогда сможем общие фестивали делать, и мы тогда сможем объединить усилия по развитию всего своего гагаузского. Я думаю, что надо с этой точки зрения думать и помочь Молдове войти в Евросоюз, а не ставить подножки. Василий, благодарю вас за то, что пришли к нам в эфир, прокомментировали ситуацию. Будем рады видеть вас еще. И с праздником, с Рождеством, да, и удачи нам всем на пути в Европейский Союз. Спасибо. Всех вас тоже с праздником нашей Гагаузии, Гагаузии. Я считаю, что мы, настоящие патриоты, сможем совместными усилиями сделать все возможное, чтобы в общем фоне тюркских народов мы имели свое место и не последнее. Спасибо большое. Всего доброго. Спасибо, Василий. Друзья, таким был сегодняшний день, таким был сегодняшний выпуск «Сцена свободы». Не забывайте подписываться на нас, делиться этим видео, отправлять его своим знакомым и близким. Увидимся завтра в это же время. До свидания.